из-за того, что сегодня пришло меньше, нецелесообразно проводить контрольную. Давайте разберемся. Не будем проводить контрольную сегодня, пройдем в следующий раз. Ну, теоретически вы должны вырасти, подготовиться к сегодняшнему. Когда правильно разбираться с этим контролем? Сегодня тогда мы не будем, перенесем на следующий раз, когда придут все. Чтобы это не значило, когда придут все. Все, кто придут. Мы будем ждать всех. Ну что, как вы повторяли? Упражнение 7-5 повторяли? Посмотрели? В принципе как? Сложно, не сложно? Да вообще ничего не понятно. Аудиозапись я выкладывал. Вроде бы... 4 раза прослушал. Так, и что же непонятно? Совсем ничего не понятно. Там идет спереди, правильно? Да, там все правильно. Вот с этим спереди ничего не понятно. Кому еще ничего не понятно было? Это было очень сложно. Мне было сложно повторять. А что же сложного? Теоретически мы все это прошли, у нас не должно было быть проблем. Я поэтому и говорю, что теоретически это просто, а сложно было фонетическое произношение. Практически, да, практически. Интересно. Нет, ну давайте посмотрим заново. Смотрите, то есть что он там делал? Можно На этой записи, смотрите. Вот, например, вот этот вот слог. На этой записи его просто развернуто читали. То есть как он будет читаться? Ракатака. Вот он и есть как. То есть, соответственно, с чего он начинается? С ра. То есть, ну вот если бы вы поставили себе такую цель написать, как это произносится, то это было бы ра. Что сложного? Что здесь сложного? Нет, произношение просто дальнейшие вот эти вот все. Мне вот сложно было церебральный услышать, например, какие-то вот в таких я не делала ошибки. По порядку произносил. Нет, аудио, когда аудио. Ну, я же говорю, он по порядку произносил, нет? Нет, я имею в виду без учебника. Нет, без учебника на слух воспринимать. Что это? Нет, ну это понятно. Это же было упражнение как диктант. То есть нужно было на слух написать. Так все, там было несложно очень. Если на учебник смотреть, то если... Нет, если без учебника, там в принципе все несложно. Мы же это проходили все. Еще не отработали. И какие-то вещи было, вот мне лично было просто, а некоторые вот церебральные... Что было сложно? С церебральными было вот эти сложно. вот са, которые как за ближе, и вот эти вот, где с придыханием, без придыхания. Ну это со временем. Я, видимо, думаю, что здесь есть только со временем отрабатывает только так. Сегодня мы переходим к новой сложной теме. То есть диктант вы сами, когда писали, вызвал трудности, я правильно понимаю, да? То есть с написанием вот с таким трудностей нет. Трудности произношения. Можно мне объяснить? Я понимаю, вот это первая ра обозначает верхнюю ра, вторая к обозначает вторую к. Вот это вот все остальное, что это значит? Я напишу это английским, латиницей, чтобы было понятно. Нет, то есть, вот, что это получается? То есть, по большому счету, что мы делаем? То есть мы пишем, что вот этот РК, когда мы его пишем, он пишется следующим образом. Мы говорим, что вот, сперва мы пишем ра, под ней пишем к, и получается РК, я не знаю, что мы хочем. Без вопросов, все нормально. Объясните мне вот это сочетание, что означает слово, какое на тебе слово. РК не имеет слова, не имеет смысла. Это просто гипотетический слой. Вот если бы было вот так, ко, это был бы команда. Не смысл. Не, он спрашивает так. Вот эти следующие буквы, это глагол, правильно? Это что это такое? Вот рака. Ну, я же написал. Нет. Вот это ра. Я Пишется понимаю. сверху. Вот эти первые, я все понимаю.
сам смысл этого слова, чтобы мне понять, что вот это Так. вставляет. Прошу тебя, мы же 200 раз уже писали, что это подписывать, подвешивать. Буквально это Подписывай. Все. Привет. Я пропустила этот момент. Мы раз 6 это объясняли же. Ну и что? А я его пропустила. Поэтому для меня вот это вот все бессмысленно. Вот если я теперь знаю, что вот это подвешивать, вот теперь я знаю. Подвешивать это Да, или и буквально всё. привязывать. То есть Привязывать. я говорил, что смысл в данном случае лучше подписывать. То есть вот здесь говорится ра под ра, подписываем к. Ну вот видите. И получается РК в конечном итоге. Вот все, начало и конец прекрасно поняла. Я просто не понимала смысла вот этого. Теперь понятно. Вот теперь понятно. Отлично. Я же говорю, надо правила повторять. Если он трехсложный, то идет... это имеется конструкция? Не понял вопрос. То есть, если, допустим, ра, к, я так. То есть, основная к, надписная ра, подписная я. То есть, в этой системе как это будет? В смысле, вот про это говорите сейчас? Да. Ну, и что это? То есть, это будет ра, к, так, Давайте я, напишем. так. Всем понятно, да? Вот это вот, смотрите. Давайте напишем вот это слово. Можно еще голосовку добавить. Нет, зачем? Это хорошее слово, это дикий осел. Ну, то, что иногда называют кулан. Только дикий этот осел, он пишется. То есть как он нам запишется? Смотрите. Сверху у нас идет ра. Под ней что идет? Значит, будет ра, кота. Получается, что у нас? К. Дальше что у нас идет? Я-то. Ята у нас будет. Соответственно, у нас получается что? Я. Кья у нас получилось. Дальше что мы говорим? На. На говорим. И получается? Кья. Отлично. И как вы помните, перед щек, перед этой палочкой, если у нас последний идет на, то мы ставим точку всегда. В принципе, ну, если вы так читаете, то должно быть все хорошо, проблем нет. Вопрос по тонам. Насколько это значимо и как это научиться различать? Со временем чуть-чуть. Потоки речи, они не так сильно ощутимы, но они есть, конечно. Они влияют как-то на... Смысл, да, конечно. Ну, мы говорили на одном из первых занятий о том, что есть, например, слово «ма». Вот он такой. «Ма» – это рано. А есть слово «ма» – это мама. Ну и получается два разных слова. При этом они пишутся одинаково, и тональность нигде не... Нет, они пишутся по-разному, и у них тональность разная. Вот это вот будет высокий тон, а это будет низкий тон. Пишутся они по-разному, но имеется в виду, что произносим мы тот же самый слог «ма». Только в зависимости от того, как меняется тон, меняется и смысл. Есть какие-то краткие сводки того, какому слову какая тональность соответствует? Есть пара правил, но вот вы, наверное, пропустили первые занятия, да? К сожалению, да. А вы посмотрите видео. Первые, ну вот я думаю, первые 3, наверное, видео, они недолгие, там что-то около 1,5 часов. И получится, ну, если в день вы успеете по одному видео посмотреть, посмотрите, мы там вот это немножко проходили. Ну, после того, как посмотрите, вам все станет понятнее гораздо. Сегодня мы перейдем уже к другому, мы перейдем к приписным и так далее. То есть, если вам непонятно было, что и как произносится, то есть, когда вы писали диктант, не совсем понятно, что он произносит, какие церебральные звуки, придыхательные, непридыхательные, или ничего. Со временем, в конце концов, это придет. Главное, что вы теперь, что вы усвоили материал, что вы правильно пишете и можете по спеллингу сами сказать спеллинг и по спеллингу написать. Сегодня мы переходим к 8-му пункту. Это очень важный пункт. Мы переходим сейчас к правилам написания слогов. И здесь, смотрите, у нас написано префикс, суффикс и постсуффикс. Нашли все? Это 8-й пункт. Давайте разберем, как что называется. Смотрите. Это, конечно, совершенно неправильное название. Мы не будем использовать эти слова префикс, суффикс и постсуффикс. У нас вместо префикса, то, что здесь автор называет префиксом, у нас будет
предписная, то есть то, что пишется прежде. То, что он называет суффиксом, у нас будет приписная, то есть приписывается. И то, что он называет постсуффиксом, у нас будет постприписная. Понятно? Еще раз последнее. То есть первая была приписная, а следующая будет постприписная. То есть постприписная значит что? После приписной, да. То есть, потому что здесь не может быть ни префиксов, ни суффиксов, ну, немножко лучше назвать это по-другому чуть-чуть. И вот смотрите, вот чтобы мы знали, что он подразумевает, когда пишет префиксы. И смотрите, пункт 8.1. Он разбирает так называемые префиксы. Всем видно? Вот так они называются по-тибетски. Нунчук. Нунчук. Нун значит прежде. Джук значит вводить, использовать. То есть или здесь в данном случае можно перевести как ставить, располагать. Хотя в принципе такого значения прямого он не имеет, но по смыслу в контексте получается те, которые ставятся или пишутся прежде. То есть прежде чего? Прежде корневой. Смотрите, здесь у нас самое банальное мо. Дальше, как мы уже говорили, если у нас идут после корня вот эти две, что происходит с корнем? С корневой гласной? Она смягчается. То есть здесь будет не мон, а мен. Вот такая вот. Мен. И дальше что мы говорили? Вот с этой, вот это что это у нас? Она чем у нас будет? Предписная. Предписная. Почему? Корневая следующая. Потому что корневая следующая, потому что огласовка может быть только перед корневой. Здесь она дает у нас, вы помните, мы говорили, что дают нам что? Назализацию. Но здесь у нас уже стоит N. Поэтому здесь добавочной назализации никакой не будет. Получается Н, Джук. И что мы говорили про Г? Оглушает. Она оглушается. Нунджук. Можно сказать либо нунджук, можно сказать нунджук. То есть тут остается такая голосовая, то есть смычка такая нунджук. То есть это то, что мы будем называть предписная. То есть пишется предписная. То есть впереди пишущаяся. Вот эти вот правила, которые мы снова и снова пишем, запоминайте, пожалуйста, потому что без них мы не сможем правильно писать. Значит, какие буквы в предписании входят? Вот эти? Нет. Предписные мы сейчас будем писать. Это просто... Это правило будет с вот этим. Если предписные. Третье слово означает петь. Ла плюс ба. Где ладно? Нет, вот в тексте учебника. Нет, там не ба. Почему же ба? Там а. Давайте разберем третье слово. Мы его уже писали с вами. И дальше это ламата. Ма. Это 5. Получается нунджук ма. Оно используется со всеми словами. Что со всеми словами? В смысле, 5 префиксов, 5 коров, 5 человек. Это 5 числительное? Да. Они универсальны. Да, 5 со всеми. То есть там нет такого, как в тексте. Да? Нет. Вы видите, еще одно слово. Да. Еще одно слово. Ну, нет, просто в некоторых языках там есть... Нет, здесь не будет, здесь нет. Там еще числительные. Угол не будет. Здесь нет. Просто 5. Да. Спасибо. В этом отношении он проще. И сейчас мы их запишем, эти 5 предписных. И здесь вот у нас говорится, смотрите. Теперь смотрите, у меня не влезет, поэтому сделайте, напишите у себя в тетрадке одной строчкой, у меня не поместится. Катавама.
у меня просто не поместится все это одной строкой. Это строчка из «Владыки деревьев», то есть это то, что мы с вами позже будем проходить. В этом тексте есть вот прям такая строка. То есть она очень простая. Что он говорит? Что есть вот это вот мюнджук, то есть вот эти вот предписные, они какие? К, та, ва, ма, та. Их 5 всего. Из этих 5, как мы уже говорили, помните, предписные практически всегда молчат. В отдельных редких случаях они произносятся, это мы будем проходить чуть позже. И вот эти две предписные дают назализацию. Не всегда, но дают. Дальше идет часть. Написали? А вот это вот после А, это мы что написали? Ну, предписная. Это мы предписали. Да. Мы только что вот разбирали это слово. Да. Я говорю, это просто поэтическая строчка стихотворения. Вот я его специально написал так, чтобы было легко запомнить. То есть, смотрите, тибетские стихи очень простые. У них нет аллитерации. То есть нет ни одинакового окончания, нет рифмы, ни начала. То есть, вот, например, монгольские стихи, они пишутся, первые буквы каждого стихотворения, то есть каждой строки должны совпадать. То есть, например, каждая строка начинается на «Б». То есть бурятские стихи, калмыцкие стихи пишутся так. То есть речитатив, в принципе, сохраняется какое-то более-менее схожее количество слогов, и обычно начинаются все строки на одну и ту же букву. В русских стихах обычно это рифма, которая идет, бывает бедная, богатая и так далее. То есть она следует в конце строки. В тибетских стихотворениях нет ни того, ни другого, ничего нет. Просто совпадает количество слогов. То есть я могу говорить стихами, потому что я могу говорить одинаковым количеством слогов. Я сказал практически стихотворение. Вот приблизительно так. И здесь смотрите, сколько получается. Бывает количество четное и нечетное. Обычно это нечетное количество. То есть это 7, 9, 11 и так далее. Сколько здесь? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 9 обычно самые популярные. 5, 11 уже не такие популярные. Но бывает за 20. Стихотворение, которое начинается, оно очень длинное. Например, есть восхваление Манджуши, там Ганлама, ну, может быть, кто-то из вас читает, и там оно очень длинное. Там получается сколько? 11, по-моему. Канги, то есть там получается нет 9, по-моему. И далее посмотрите, здесь чуть-чуть ниже идет, расписано следующим образом. Дается буква, а потом говорится is used before, то есть используется или пишется перед, и дальше идет набор букв. Видите? Мы это сейчас запоминать не будем. Вообще есть тибетский текст, в котором говорится, что вот это вот такая-то буква, она такого-то, такого-то рода, с ней используется только такая-то, такая предписная. Мы этого проходить сейчас не будем, потому что нам это не нужно, и, скорее всего, в жизни это не потребуется. Но вообще, из этих 5 га пишется только со следующими, то есть тя, ня, та, да, на, ца, ща, са, я, ща, са. Вот с этими буквами. Соответственно, следующее «да» пишется со следующим, видите, да, вот это вот мы просто пропускаем, мы не будем это сейчас ни заучивать, ни обращать внимания. Да. То, что здесь дается, ну как коррелирует с родами букв? Да. Да, то есть есть определенные правила, какие с чем пишутся, и, соответственно, из этого можно вывести невозможные написания. То есть то, что извините, что называют по протеканию 5 грамматических родов, а в строчку они все одного рода, как бы. Нет, там не совсем так, это сложно. Давайте не будем в это углубляться, нам сейчас это совершенно не нужно. Я понимаю, но есть где-то какие-то ресурсы? Да, есть такой текст, называется Такджук, то есть есть 2 коренных основных текста, которые были написаны Томи Самбода. Томи Самбода это тот, кто теоретически, ну, как говорится, традиционно в тибетской истории создал тибетское письмо. Он написал, говорят, 8 трудов по грамматике, из них говорят, что осталось только 2. И вот один из них это Сонджупа, то есть тридцатница, а второй Такджук.
То есть, ну, как бы использование родов, так сказать. И вот во втором из этих двух текстов там объясняется. Его где-то должно быть 10. Я думаю, да, надо поискать, я не искал. Я думаю, что есть. А можно еще среди авторов? Хонмис. Я не знаю, видно там, не видно. Не очень. Ну, не знаю тогда, что сделать. Хонмис Самхода. Самхода. И теперь дальше, посмотрите, написано the five prefixes should be pronounced as follows. То есть, когда мы читаем докчат, то есть, когда мы читаем спеллинг, мы читаем вот эти вот предписные, произнося их следующим образом. То есть, смотрите, сейчас мы напишем. Мы напишем слово. Где у нас будет корневая? Вторая. Это у нас не читается. Читается, как будет читаться это? Гу. В каком тоне будет читаться? Почему в низком? У нас же предписная есть. Если стоит предписная, то что? А звончение и тон выше. Это будет гу. Что значит гу? 9. Как теперь нам это почитать? То есть мы знаем, если бы это было без да, это было бы га, шаркю, гу. Когда у нас есть предписная, мы произносим, смотрите, вот так вот, да, о, дао, га, шаркю, и дальше произносим результат. Видно все? То есть вот в принципе все то же самое, это легко. Если у нас предписная произносится сама предписная и затем вот этот о слог. То есть он всего-навсего обозначает, что вот это вот предписная, вот это вот о, она показатель предписной. Произносите сперва саму предписную, затем говорите о, тем самым говоря, что все, вот это вот предписная, и дальше все то же самое. То есть это очень просто, очень легко. На этом мы не будем даже сильно заострять, то есть сильно долго останавливаться, потому что это очень просто. Если вы умеете читать. Шапчу – это огласовка. Шапчу – это огласовка, да. То есть это понятно. В принципе, давайте попишем несколько слов, чтобы было проще нам. Несколько слов мы не успели, да? Отлично. Последние вот эти две буквы хотя бы, вот эту. На конце вот. Нет, вот это вот последняя вот эта строчка, которая. Я переписываю последние слова из этой. Шаркю, что это у нас такое? Это вот этот значок. А гу это у нас что был? Слово. Это уже само слово, результат. Написали? Ну давайте, посидим, подождем. Как праздновали? Как 8 марта отпраздновали? Не болели? Давайте дальше. Хотите рассказать, как праздновал Новый год? 99-го, мы сейчас 99-го. Все написали? То есть вот с этим понятно, да? Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Единственное, надо запомнить, что если пишется спереди, и мы читаем спеллинг, то вот так оно пишется. О, то есть произносится КАО и там так далее, ДАО и так далее, МАО и так далее, МАО и так далее. То есть это совершенно несложно, а дальше просто добавляется тот спеллинг, который вы написали.
Теперь смотрите, все слова, которые мы сейчас пишем, заучивайте. Выписывайте, пожалуйста, заучивайте. Я буду стараться давать только те слова, которые у нас есть в учебнике. Чтобы у нас не получилось так, что мы подписали всего-всего. Но в то же время может случиться и по-другому. Ну, давайте вот это слово запишем. Это у нас как будет читаться? Чу. Почему чу? Потому что предписная не читается. Чу это было у нас уже? Что это? 10. Запоминайте, записывайте себе. Вот эти вот слова давайте будем тихонечко выписывать, хорошо? То есть до этого у нас было гу, 9, это уже чу, 10. Числительно мы с вами будем отдельно проходить специально, но лучше их сейчас уже выписывать и постепенно пополнять свой словарный запас. И вот как вот это простое слово будет читаться? Давайте я напишу на всякий случай. Но через какое-то время мы прекратим это читать. Я надеюсь, что вы будете уже сами. Понятно это, да? Очень не контрастно, короче. Ну да, ну какую-нибудь черную же не пишет, черную же плохо пишет. Я синий Это сейчас. маркеры, да, для доски? Да, это маркеры для доски. Я вот сейчас синий начну писать, может быть лучше будет. А это да, он бледноват. Но черный он вообще кончился. Вот это чу потом после его, да? Это чак. Ну смотрите, мы пишем, как мы пишем слева направо, сверху вниз. То есть будет бао, вот сперва, значит мы произнесли вот эту часть. Дальше мы говорим ча, потом мы говорим, что под ней пишется шавкю, и получается в результате чу. Сейчас вот мы с этой неинтересной части разберемся и пойдем дальше. Я чувствую, что она захватила прям кого-то. Да, душу взяла. Вот эти вот огласовки, получается, например, огласовка О, это будет щак-кё или щак-чё? Нет, почему шавкю? Она называется джамбо. Джимбо. Здесь, смотрите, дело в том, что в тибетском очень часто огласовки имеют альтернативное написание. То есть она может писаться джимбо, она может писаться джимбу. То есть, если вы увидите либо так, либо это, написано, не пугайтесь, это бывает. А джимбо это что? Я все понимаю. Просто вернулись в прошлое. Да. То есть вот это вот джимбо. А вот это что это? Что это? Ура! А вот это что это такое? Народ. Вот с этой наро с ней беда. Почему с ней беда? Потому что ее пишут кто во что гораздо. Это она же. Это она же. Вот это написание, это она же. Вот это написание, это она же. То есть, ну как бы так случилось, в Тибете не сильно заморачивались. Там народ, да пойдет. Видимо, тоже. А пойдет, это я не знаю, что по-тибетски, а пойдет. Ну, видимо, есть такой дух близкий. Но получается, что верный только вот один, правильно? Вот для нас Да. верный вот этот. Подожди, пожалуйста, все остальное не вижу.
Все остальное лучше не писать так. Давайте писать вот так. То есть то, что я пишу, обычно это общепринятый, более-менее всеми признанный вариант, да. Значит, из всего этого только народ и кукуха. Да, только на рынке. Но я на всякий случай написал, потому что в разных учебниках пишут, что такое. Не будем читать враждебные учения. Да. У нас есть своя ортодоксальная традиция. Все написали, давайте дальше пойдем уже, не будем. Что не будем? Не будем уже, в конце концов. Там, возможно, не очень видно. Не видно как. А вам не видно так? А мне так удобно. Теперь дальше мы разберем с вами 10 суффиксов. Как мы уже писали, а вот это мы не писали. Смотрите, когда у нас идет «са» после корня, она не читается. Она просто молчит. Ну да, ага, ничего так. И она как А это чем? «да», так и «на». Она часто, не всегда, но практически всегда смягчает предыдущую гласную. Как вот эти вот две, точно так же и «са» чаще всего смягчает предыдущую гласную. То есть как это прочтется тогда? «Де» — это значит «после». Теперь смотрите. Эти два слова похожи? Во-первых, они читаются одинаково. «Де» и «де». Во-вторых, мы проходили с вами, вот это что это у нас значило? Владыка. А это значит «после». В чем разница? Очень важно не пропускать. Очень часто в текстах можете увидеть либо описки, либо просто ошибки, когда вместо того, чтобы написать вот это вот, пишет вот это. Так бывает. Это ошибка. Так вот, здесь у нас написано «Дже» — это «после», «дюк» — что это у нас было? После основной. Что за глагол у нас был «дюк»? Нет, мы только что писали. Ну, ставить, ну вообще это вводить, входить, но я говорил о том, что это ставить, писать. То есть то, что ставится или пишется после чего? Корня. Здесь у нас что стоит? Вот это что это? Предписная «а». Что она у нас делает? Назализацию дает. То есть как это будет читаться? Диндюк. Диндюк. То есть должно было бы читаться джиджук, но читается диндюк. Диндюк. Диндюк-чу — это еще 10 букв, которые пишутся после корня. Все, нам осталось еще 2 буквы, сейчас вот я напишу эти 10, затем еще 2 и все. И мы будем с вами читать и переводить. Переводить и читать. Легко. Будем запоминать на каждом занятии по 200 слов. Мало. Да, уже не нужно.
обращу ваше внимание, пишите одной строкой, у меня просто не помещается. И еще обратите внимание, поскольку у меня здесь палочек в конце? По две. Что я говорил? Две ставятся обычно в конце предложения или в конце строфы, то есть стихотворной строчки. Считаем слоги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Это один слог, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И по две палки стоят. Это у нас что получается? Стихи, по всей этой видимости. То есть в тибетском тексте стихи не будут писаться, как у нас. То есть строка под строчкой, строка под... Они просто лепятся друг к другу. И чтобы определить, что это стихи, необходимо почувствовать ритм и увидеть вот эти вот по две палочки, по две щи в конце каждого предложения. То есть вот эти две строки, которые снова у нас, ну то есть это из того же самого сочинения «Владыка леса». И «Владыка леса» мы с вами будем проходить вот это вот две строчки оттуда же. У нас здесь говорится, что приписных у нас 10. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И затем идет какое-то странное слово «рнамс». Видите? «Рнамс» читается как «нам», потому что «са» последнее не читается. И это показатель множественного числа. Вот эти три буквы, это один слог. Это один слог, да, который обозначает... Читается «нам», это обозначает множественное число. Вот этот слог «нам», то есть показатель множественного числа, в тибетских текстах попадается вообще везде. То есть это то, что будет нам встречаться каждые 5 секунд. Поэтому его лучше выучить прямо сейчас. Может быть, его выделим каким-то образом? Красным маркером. Да, каким-нибудь красным маркером. Я могу... Понятно. Могу вот так сделать, вот так вот. Красиво. Красиво. Я очень могу привести чудеса дизайна. Вот это вот только, да? Все вместе. Знаете, есть такое выражение «от звонка до звонка». В тибетском это все от точки до точки. Вот от точки до точки это один слог. Имеет только один вариант, да? Других вариантов показать. Много. Но в данном случае использовался этот. А от чего это зависит? Зависит от многого, но это мы будем проходить, когда будем проходить множественное число. Ну, то есть это зависит от гласных, согласных? Нет. Это зависит не от гласных, согласных, это зависит от разговорного, неразговорного варианта, это зависит от того, перевода это текст или нет. Потому что вот это был показатель множественного числа в санскрите. Есть еще показатель двойственного числа в санскрите, и он был, соответственно, переведен определенной частицей на тибетский язык. И что у нас получается? То есть вот эти вот 10 букв, кана, вама, а, рала, са, они, вот эти вот 10 букв, Джинджу, чур, 10 джинджуков. То есть эти 10 букв, то есть буквы Каматана, Вама, Араласа, они приписные. Приписные, извините, я уже заговариваюсь, приписные. Я там слышу сзади кто-то, потому что 10 всего. Вот если бы я вам сказал, что 24 буквы, а здесь всего-то 10. Значит, вся вторая строка означает это приписные. Да. То есть здесь перечислили и сказали, что они приписные. Все. Вот текст, который мы будем с вами проходить, «Владыка леса», он элементарный. То есть вот он весь так и строится. Сперва даются эти буквы, затем говорится, что они то-то, то-то. Точно так же они разделываются и с падежными частицами. Все это переписали? И давайте несколько примеров сейчас посмотрим, что это вообще значит, что это такое.
Давайте возьмем какой-нибудь очень простой пример. Кап имеет много значений. Кап это может быть иголка, кап это может быть дворец. Ну или дом. Здесь у нас проблема. Сколько у нас здесь букв? А какая из них корневая? К. Почему К корневая? Почему не Ба? Вот. Отлично. Помните, мы с вами говорили, что у нас предписных 5 всего? Ката, Вама, А, Нунджур. То есть у нас предписной может быть либо К, либо Та, либо Па, либо Ма, либо А. Среди них есть вот это? Значит, корневая у нас будет, первая будет корневая вот эта, К. Соответственно, Ба тогда будет приписная. К. Здесь это точка. Нулевой суффикс тогда должен быть, если мы говорим. Нулевой суффикс не обязательно. То есть возможен вариант, когда нулевого суффикса нет, и корневая вторая. Первая. Так вот она, первая. Нулевой суффикс это отсутствие суффикса. Правильно, тогда это очевидно. Да. В чем вопрос? В чем вопрос? То есть, первая и вторая, понятно, что первая. Если будет у нас нулевой суффикс. Нет, потому что они могут быть предписаны. Здесь дело в том, что когда мы видим этот слог, зачем, собственно, я привел все переписные. У нас вот стоит две буквы вместе. Неизвестно, которая из них является корнем. Если мы предполагаем, что корень это Ба, необходимо, чтобы вот это вот была одной из этих 5 предписных, то есть тем, что может писаться перед корнем. Но мы обнаруживаем, что К не входит в эти 5, то есть она не может быть предписной. Значит, первая будет в слоге, первая будет корневая К. Ну, то есть она звучит. А так бы она не звучала бы, да? Она как корневая всегда звучит. То есть на письме не обязательно, что где-то будет указан нулевой суффикс, где-то может он быть опущен, но... Его не может не быть. Вот смотрите, вот в этом случае. Это может быть... Вот с этим сложность. С этим сложность, то есть здесь мы смогли проверить. Здесь мы уже не можем проверить, потому что, смотрите. Видите? Теоретически он может читаться как Ба. Но это не Ба, это Га. Почему? Ну, потому что... А есть так, что корень первое взять всегда. Такого правила, я, честно говоря... Но для этого теперь ввели, есть такой момент у них. Ну давайте, сейчас мы с этим разберемся. Сейчас мы с этим разберемся. Пока я буду писать простые слова, где понятно, где находится приписная. А таких слов нету, которые пишутся одинаково, а разные. Ну вот как здесь. То есть, чтобы было и Га, и... Нет, так не бывает. Нет? Нет. Смотрите, я напишу еще такой вариант. Здесь вот это читается как «да». Читается как «да», но здесь обычно за 3 буквы сразу нужно практически всегда, но тоже не всегда. Мы с вами постепенно, это в принципе несложно, мы с вами постепенно поймем, где у нас корневая всегда. Здесь вот корень в этом случае это «да». Вот это «да», это будет у нас предписная, это у нас будет приписная. Приписная «а» читается просто как «а». «Да». Вот если бы ее не было, то где бы у нас был корень? Корень был бы здесь. Где было бы? Мог бы, но так не бывает просто. Так не бывает просто. Просто потому что это первый? Нет, просто потому что так в тибетском. Ну, смотрите, я вам напишу сейчас. Вот с этим будет легче. Такого слова нет, но вот если у нас здесь точка, где здесь корень? Да. Слава, понятно. Это сразу легко.
Такого слога тоже нет, но вот здесь вот корень будет вот этот. Так. Почему? Потому что, ну, здесь с этим легко, потому что сейчас мы дойдем до этого момента, когда мы узнаем, какие бывают постприписные. Мы поймем, что среди постприписных ра не может быть. Среди приписных кама, тана, вама, ара, ласана, чинчукчу. Если вы наизусть их помните, вот когда я вот впервые учил этот язык, я вот эти две строчки постоянно прокручивал в голове. И среди них та нет. То есть она не может быть приписной. Соответственно, если она не приписная, то вот это вот корень. И если это корень, то это у нас будет предписной. То есть она никогда не будет, да? Да, немного не входит туда, понимаете, она не может быть. Там их 10 всего. Поэтому вот эти две строки, это вот две строчки, их надо выучить обязательно. Сейчас все станет очень-очень просто. Давайте я расскажу вам про ла. С ла нам тоже надо будет разбираться. Смотрите, вот эти правила записывайте, пожалуйста. Давайте я их, наверное, сейчас даже объясню все вместе, чтобы вы могли где-то сделать выписку. И эта выписка у вас где-то постоянно была, на которую вы сможете ориентироваться. Когда у нас вот это корневая здесь, я сразу поставлю крестик, не буду вас мучить. Смотрите, читается кель. Должно читаться как кал, но читается как кель. Что делает ла? Ла, она смягчает предыдущую гласную, но сама произносится. То есть есть случаи, когда некоторые практически ее не произносят, есть случаи, когда ее произносят, есть случаи, когда произносят как хал. Мы не будем во все это вдаваться, мы будем читать это одним возможным способом для нас. Это будет кель. То есть ла всегда дает смягчение предыдущей гласной. Смягчение на кель или на кёль? Кель. Кель. У нас будет переход А, Э. Не всегда еще... Уточняющий вопрос, смягчение А, оно идет именно до И или оно до А? Или оно идет до Э? Кель, до Э скорее. Кель, да, она больше... Как греческое Э, да? Да, приблизительно. В каком это диалекте? Потому что... Это центрально-тибетский. Мы всегда говорим с позиции центрально-тибетского диалекта. На Востоке это могло бы быть кал, например, но... Потому что меня учили, что это хел. Ну что же, в монгольском. Отлично, бывает так. Смотрите, вот очень удобная форма по поводу этих суффиксов, которые произносятся, которые изменяют тон. Ну, вот эта табличка просто. Они изменяют тон, не изменяют гласную. Гласную изменяют, да. Наглядная табличка, и можно... Да. А это откуда? Из какого человека? Алексей Васильевич. О, Алексей Васильевич, хорошая табличка, но я все равно напишу это на всякий случай. Н, вы помните, что она у нас сделала? Она произносится и смягчает предыдущую гласную. То есть получается кен. Как вы помните, вот это да. Она смягчает предыдущую гласную, но не произносится. Ке будет. И вот эта са. Она тоже смягчает предыдущую гласную и не произносится. Ке будет. Вот такого быть не может, но мы запишем на всякий случай. Она не произносится вообще. То есть она просто К. А мы рассмотрим случай, как изменяется гласная в случае, если есть согласовки. Можно? Можно еще вот эти вернуться к первому было. Вот это будет кель, Это кель. это будет кен, это будет ке, это будет ке. Совершенно одинаково произносится. Одинаково, кей. Да, это будет К.
Соответственно, если бы у нас здесь было О, что это получилось бы? Кен. Это было бы Кен. Это было бы Ке. Это было бы Ке. И это было бы Ко. Здесь смягчение не произойдет. Ко. Но здесь, в принципе, все. Мы уже, вот это правило, оно уже изъяснено. Ничего здесь уже нового не добавится. Если бы здесь была, давайте посмотрим сюда еще раз. Если бы у нас здесь была У, было бы Кю. А это Кю. Это Кю. Это Кю. А это Ку. Но вот этого быть не может, конечно. Это чисто гипотетический слог, для того, чтобы было понятно, что А не произносится. В принципе, с этим все понятно. Нет, с дыбой и гику там остается то же самое. То есть, если бы здесь у нас было, например, он так будет ки, и она остается и. Для этого у нас должна быть противоположность, то есть должна быть какая-то твердая и мягкая и, но здесь, видимо, нет такой пары. Если бы раньше, говорят, в монгольском была переднеязычная и заднеязычная и. Но сейчас, видимо, практически везде она не противоставляется. Давайте еще повторим это с другой согласной, на всякий случай. Как это будет читаться? Нет. Это будет как читаться? Ген. Это будет как читаться? Ге. Ну и соответственно. Го. Ну, это не важно, это не обязательно записывать. Давайте вот это попробуем. Не. Какой это тон будет? Низкий. Не. А вот так? Не. 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 Вот это будет прошедшая форма глагола плакать. Не. Заплакал. Нен. Нен. Плохой. А вот так? Нен. Такого быть не может, и все же на. А вот так вот? Мо. Понятно? То есть здесь очень все просто, здесь все повторяется. Если вы заучили что-то одно, дальше уже идет по образу и подобию, все время будет повторяться. Хорошо? Теперь мы перейдем к следующему, к последнему. У нас будет постсуточки, дальше у нас теоретически может начаться самое интересное. А именно у нас начнется сложный слог. Дальше это пункт 8.3. Он называется Янджук Ми. Давайте сразу посмотрим. Ни это сколько?
2. Ямджук это название этой частицы. Ям это снова. Да. То есть, которая пишется снова после. Снова после чего-то. То есть у нас была предыдущая, пишущаяся после чего-то, а это пишется снова. То есть пишется снова, имеется в виду после. То есть она пишется после чего-то. И в тибетском тексте владыки леса там будет вот так писаться. Ну давайте до конца напишу уже. Сейчас у нас не вместится это. Вот эта вторая строчка, она продолжение той первой, да? Я же говорил уже об этом. Это стихотворная строка, она у меня не влазит на всю доску, понимаете? Я ее буду рубить на 2 куска. Если у вас помещается в тетради, пишите ее одной строчкой. Это все то самое стихотворное, то есть то самое стихотворное. Все 3 это одна строка. Нет, это заголовок. Вот это заголовок. А это строка. Здесь у нас сколько палок? Одна. А здесь сколько? 2. Это стихотворная строчка? Нет, это стихотворная строчка. Сколько здесь слогов будет? 7. В предыдущем было 7, и здесь 7. Они все, этот текст написан 7-слоговым таким размером. Так как у меня не вмещается все, я сейчас там 4 строки, я сейчас напишу каждую постепенно, но сперва буду разбирать. Потому что я вынужден буду их стирать. Большой стих сам большой? Ну, он приличный такой, да. Там минут 30 надо заучивать. Ну, может быть 40. Рассказывается? Заучивать. Рассказывать, я думаю, минут 5, наверное, потребуется. Ну, может быть, даже 6. Не все выдерживают. Смотрите. 1 и 2. Вот это и есть у нас постприписные. Вот это что будет, как вы думаете? Если у нас говорится «да», здесь «са», между ними что может стоять? «И». И у нас что это? Союз. Да, са. То есть он говорит да и са. Ни – это усилительная частица. Ее можно перевести «что же до». А можно никак не переводить. Дело в том, что дальше мы это по тексту будем разбирать. В этом тексте есть замечательная строка. Если у тебя в стихотворной строфе не хватает, в стихотворной строчке не хватает слога, можешь ставить туда «ни». Это затыка, то есть она может не иметь вообще никакого значения. Просто вот у него не хватало слова. Она не взял... переводится и не читается? Нет, я перевел. Я сказал, что это можно перевести «что же до». Что же до чего? Что же да, до, да и са, то они ямджук. То есть они называются как? Ямджук. Вторая приписная. Пишешь, как это? Пост. Пишешь? Снова приписная. Снова приписная, да. То есть пост приписная. А вот я сейчас объясню, подождите. Видите, где у нас закончили? Да. Подождите. Т имеет очень много значений. В данном случае она продолжает предложение. То есть здесь ее можно перевести, а именно зачем мы пишем вот эти вот строчки сейчас? Я надеюсь, что вы их выучите наизусть, те, кому это надо, те, кто захотят, потому что так гораздо легче использовать эти предписные и приписные и так далее, если вы помните это четверостишие наизусть, чем как-то вспоминать по-другому. То есть у меня на самом деле они постоянно крутятся в голове. Когда я пишу, у меня возникает сомнение, я просто вспоминаю, что да, там сами я да, не надо, сами
2 строки следующие, которые я сейчас напишу. И мы с вами разберем весь этот текст. Этот текст обычно в 1 классе заучивается наизусть весь. Я не буду заставлять вас заучивать наизусть, нет необходимости. Главное, чтобы вы знали, что, где пишется и что значит. Заучивать наизусть мы его не будем. Но мы будем на него опираться, потому что это традиционно то, как дети в тибетских школах изучают тибетскую грамматику. После этого мы снова вернемся к этому учебнику, который сейчас проходит. То есть мы сейчас дойдем до определенного места, перейдем на владыку леса. Зачем нам нужен владыка леса? После владыки леса, в принципе, его можно не изучать. Но я бы хотел, чтобы вы знали, как это делается в тибетской средней школе. И затем он очень удобный. Он в самом деле очень удобный, с ним очень легко запоминается грамматика. И после этого вы можете уже начать читать тибетские тексты письменные. То есть, если вы не хотите, например, изучать разговорный тибетский язык, после владыки леса вы уже, в принципе, можете читать тибетский текст. То есть, базовая грамматика у вас уже будет. Вам необходим будет просто хороший словарь, небольшое знание темы и, соответственно, немножко здравого смысла. Это все, что требуется. Ну, естественно, я объясню синтаксис, как строится тибетское предложение. После этого, в принципе, вы можете не приходить на следующие занятия и сидеть дома, пытаться читать, переводить тибетские тексты. А перевод уже, то есть, как переводится тот или иной текст, или как переводить в том или ином случае, это все уже опыт и наработка. То есть, в свое время я очень много любил сравнивать переводы. То есть, я брал перевод на английский язык, сравнивал его с тибетским текстом, из чего становилось сразу ясно, насколько хорош перевод. Потому что перевод очень часто бывает буквальный и зубодробительный, то есть переведено все, но непонятно ничего. Перевод бывает по смыслу, понятно все, но это все не заключается в тексте. И перевод бывает отличный, когда ты видишь все, что есть в тексте, и в то же время все понятно. Вот хороший переводчик – это тот, кто переводит точно и в то же время понятно. Потому что некоторые думают, что надо переводить как в тексте, один в один, при этом ничего не понятно. Некоторые думают, что надо переводить понятно и красиво, и при этом настолько далеко от текста, что иногда читаешь этот перевод и не можешь представить себе тибетский текст под ним. Это плохо. То есть, когда ты читаешь перевод, для меня это один из важных критериев. Когда ты читаешь какой-то перевод, тибетский текст должен как-то высвечиваться. То есть, ты должен чувствовать, что это могло быть на тибетском. И вот такие переводы, они хороши. То есть, они и точны, и в то же время удобоваримы. И мы сейчас пройдем вот этот владыку леса, я надеюсь, мы пройдем его очень быстро, потому что он очень несложный. Это очень такой короткий мнемонический текст для запоминания. И мы пройдем его, и в принципе у вас будет достаточная база для того, чтобы садиться с словарем и переводить текст. Единственная проблема, что у некоторых тибетских авторов были очень долгие, длинные, бесконечные предложения. Этим страдал, например, Кедукджи, один из учеников Ламы Цунгкапа. У него были очень длинные, долгие предложения, учитывая, что обычно значимый глагол, то есть знаменательный глагол стоит в самом-самом конце предложения, и ты читаешь, что кто-то лесом шел, рубя деревья и убивая животных на ходу, в то же время нес на плече. И что он делал там в конце, непонятно. И надо дочитать до конца предложения, что оказывается он, не знаю, учил или жил, или что-то делал, а все остальное это вот как-то так. Да, ну то есть это бывает не у всех. И поэтому наш преподаватель, например, говорил о том, что авторы бывают, тибетские авторы бывают двух видов. Авторы бывают, которые доносят смысл очень легко. Например, вот, представителем таких авторов был Акушер Абгяцо. Был такой автор гелупинской традиции с востока Тибета, у которого тексты отличаются большой ясностью. То есть они очень-очень ясные. И поэтому, когда ты читаешь комментарии Акушера Абгяцо, то тебе сразу все понятно. И бывают тексты другие. Например, говорят, что Джигме Линпа отличался сложностью сочинений. То есть он писал зубодробительные, бесконечные строки. Более того, там есть так называемые поэтические метафоры, где не называют что-то напрямую. Тебе говорят, например, не лев, а говорит тот, кто с 5, у кого 5 постей, то есть у кого 5 ртов, скажем так. Это лев. Лев просто, когда прыгает на добычу, у него каждая из конечностей с когтями, она как пасть. И он впивается всеми 5. И поэтому он называется, скажем так, пятиликий, скажем так. И то есть вот пятиликий, и не всегда понятно сам текст, а тут еще добавляют таких вещей, и ты в конечном итоге совсем уже не понимаешь, что происходит.
И поэтому люди, которые не очень хорошо чувствуют тибетский язык, иногда они кошмарно переводят. То есть ты мало того, что не очень понимаешь тибетский язык, но еще тебе попался какой-то автор, а еще если замудренный текст, то иногда получается так, что не всегда все чувствуют, что происходит. Так вот, у нас получается, что са и да у нас что? Постприписные. Да, у нас союз. Он не всегда союз. Но в данном случае это союз. Ни можно перевести что же до. Что же до са и да, они янчу. И дальше идет т, а именно, и сейчас он будет говорить, какая из этих да и са ставится. Теперь давайте подумаем. Давайте хорошенько поразмыслим. Это у нас пост приписные. Значит, перед ними идут приписные. Сколько у нас приписных? 10. Сообразительные просто до безобразия. Значит, да и са, да пишется после каких-то приписных, и не пишется после других. И са пишется после каких-то приписных, но не пишется после таких. Вот он дальше объясняет, что да пишется после таких-то, са пишется после таких. И это очень просто. Сейчас я запишу эту строчку. Вы записали это? Да. Вот кто сейчас переведет эту строчку, кто сам переведет эту строчку, тот не будет писать следующую контрольную. Получит индульгенцию. Единственное, что я сейчас объясню, смотрите. Вот этот кружок, видите? Этот кружок является сокращением. То есть как должен был писаться этот слог? Сум. Но у меня не помещалось, как часто в рукописных текстах. И что же я сделал? Я взял и ляпнул на сверху. Сум. Да, вот пишется после на. Представьте себе. Пишется. Вот, на ра, ла, га. Вот это сум похоже на три. Что похоже? Это и есть три. Это и есть, ну сум пишется га. После трех и да, то есть три буквы, после которых пишутся, да, вот эти вот на, ра, ла. Да? Угу. Так и есть. Можете написать следующее. Что хорошо с переводом? То есть, если вы запомнили то, как это мы переводили прежде, вы можете также переводить позже. То есть, как мы перевели «ни». Ну, это выделитель, выделяет, но что? Что же «до»? Да. Она пишется после. У нас еще нет этой части, которая говорит, что пишется после. Но мы это уже, в принципе, понимаем по смыслу. И значит, да, что же да, она пишется у нас после на, ра, ла, трех. И. Вот, видите, смотрите, как хорошо. А дальше о чем он будет говорить? Про са. Что у нас будет? Я вынужден стереть эту строчку. Написали, нет? Да. Вот это окончание строчки, да? Вот если, Да, я всегда переношу, но у меня не помещается все остальное. Все, я стираю. Вы видите, мы с вами уже разбираем текст. Хотя еще до конца не разобрали весь слог, но уже читаем текст. Смотрите, 7-е занятие, а мы с вами уже читаем тибетский грамматический текст. Из всех возможных текстов мы читаем грамматический. Вы понимаете? Какой у нас прогресс? Дальше смотрите, что написано. Сани. Что же до са? Когда она пишется?
Что же доса? Она пишется после каких? Ка, на, ва, ма. Видите это вот это ра? Падежная частица. Скорее всего, это будет локатив, то есть местный падеж. Где? То есть она, и вот этот глагол топ буквально обретать. Получать, обретать. Но в данном случае лучше перевести его в контекст как ставится. То есть, что же доса? Она ставится когда? Где? После ка, на, ва, ма. Теперь давайте подумаем, что не так. В прошлый раз сколько мы написали? Вот я вижу, что не так сказал. Должно быть 10. Сколько мы написали прежний? Далее нарала сундан 3. Здесь сколько? 7. Куда делись остальные? После них. Это они же. То есть они после себя не ставятся. Сколько получилось? 9. Чего еще не хватает? Еще одну. Теперь найдите мне какая. Ага. Вот, они не ставятся, ни одна из них не ставится после А. Это понятно? Это все очень легко. Более того, поздравляю, все, мы кончили весь слог. Мы закончили весь тибетский слог. Я сейчас покажу вам самый сложный тибетский слог. Мы разберем по нему все позиции, и мы готовы читать. Мы готовы читать тибетский слог любой сложности. То есть вот сейчас мы с вами доразберем вот этот момент, вы его усвоите, и все, и мы можем читать любой текст, потому что сложнее нам уже ничего не попадется. Не ставится после или А. Они не ставятся сами после себя и друг после друга. А мы еще упомянули. А после А не ставится вообще ни та, ни другая. Вот это А. Да. Там здесь еще. Нет, у нас же 10. А падежная частица? И так может быть. Это разница в форме глагола, и там может быть вот аутана, вот хуба топ. Это настоящее время глагола. То, что я написал, это прошлая форма глагола. Может и так писаться. А мар будет, да, читаться? Мар будет читаться, да. Мар. Ну, на весь мар. Да, ну имеется в виду, что буква ма, но здесь к ней приставлен падеж. Это падежная частица, она ма? Ну на самом деле здесь не совсем так. Здесь, если вот взять, вот так должно быть. То есть вот эта падежная частица, вот этот падежный показатель, он относится ко всем этим буквам. То есть, что же доса, она ставится когда? Она ставится после вот этих букв. А в предыдущем, когда мы про... А в предыдущем там не было показателя. А? Там не было показателя. Показателя? Да. А почему там не было? Это еще одно правило тибетского стихотворения. Если тебе мешает частица, ты волен делать с ней все, что хочешь. Вот если бы в русском было так, это было бы отлично. Но у нас было бы тогда непонятно, где, например, объект, а где субъект действия. А есть языки, где, например, вообще, вот в хинди, например, есть такое предложение. Есть имя Гая, имя человека. Вы знаете, есть такое место Бодгая. Так вот это Бодгая. И Бодгая находится рядом с большим городом, который называется Гая. И Гая это также прошедшая форма глагола идти. То есть ушел. То есть если я скажу Гая, 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 получается, значит, человек по имени Гая ушел в город Гая. Ну, то есть это так бывает в некоторых языках. Здесь частица в стихотворениях иногда опускается. Это бывает. Это бывает. Здесь она для того, чтобы было 8 просто, да? Нет. Нет? Где точка? Где точка? Нет, точки-то я вижу. Это один слог или два? Это разные. То есть вы хотите сказать, что это вот так должно быть? Это один слог.
падежная частица вместе с ма образует один слог. Он читается как мар. И поэтому он не добавляет слога. Давайте смотреть примеры. Мы чуть-чуть сегодня задерживаемся, потому что нам надо форсировать события чуть-чуть. Мы разберем еще слог. Ну вот здесь посмотрите, у него в пункте 8.3 там даются примеры. Нашли в пункте 8.3? Там вот написано for example, видите? Например. И что он дает? Традиционное, то есть написание. Дальше современное написание. И дальше значение. Что он значит под традиционным? Дело в том, что у нас было две постприписные. Помните? Да и са. Дело в том, что да, она сейчас не пишется. Если вы ее видите, то она пишется, то это старый текст. Она сейчас не пишется. То есть еще лучше, если она не пишется, то работы меньше. Но в старых текстах ее иногда можно найти. И в первом, то есть и первая, и вторая, они никогда не читаются. То есть это отличная частица, она пишется и не читается. То есть, понимаете, уровень головной боли резко у вас упал. То есть мы пишем, но не читаем. А в некоторых случаях уже не пишем. То есть вот с этой да мы не пишем, сам мы пишем. Но самое отличное, даже если мы ее пишем, звучание не меняется. Давайте я покажу чуть-чуть позже. Сперва мы напишем то, что вот у него здесь. Сперва разберемся с да, которая не пишется. Вообще, зачем она нужна? Зачем она нужна? Иногда ее пишут. Зачем вообще ее пишут, если она не читается и практически никогда не пишется? В архаичном языке она писалась вот так. Смотрите, это глагол. С этим глаголом проблемы, потому что некоторые говорят, что это прошедшая форма глагола идти. В некоторых словарях говорится, что нет. Это отдельный глагол со значением просто идти. Как он читается? Чин. Аспирация есть? Да, ну а что молчим? Смотрите, видите, палочка, это же аспирация, придыхание. Чин будет. Чин. Значит, это либо глагол идти, либо прошедшая форма. Ушел. Кто-нибудь знает, есть такое? Паралу чимба. Ну, прajnaparamita. По-тибетски. Ну, если кто-то знает, вот там глагол. Теперь смотрите. Да обычно указывал на прошедшую форму глагола. То есть, если у вас где-то попалось да, скорее всего, это прошедшая форма глагола. Но она никогда не произносится, то есть она давно уже не произносится, не знаю, сколько сотен лет, но не произносится. Так как она не произносится, помните, у нас что еще не произносилось? Васур. Помните, я говорил, что очень часто его перестали писать? Он не произносится, из-за этого его перестали писать. То же самое произошло с ним. Хотя она выполняет, в принципе, смыслоразличительную функцию, то есть, если она есть, то это говорит о том, что это прошлое время, прошедшее время глагола, но перестали ее писать, сейчас практически нигде не пишут. В старых текстах она попадается, в остальном нет. То есть, с этим мы разобрались, да, у нас все хорошо. И давайте разберем, смотрите, это у нас что? Это у нас? А это будет... Вот теперь понятно, почему она пост? Потому что у нас есть приписная, а это пишется после приписи. И вот поэтому она называется ямджук, снова пишущаяся, снова ставящаяся. Потому что здесь у нас есть уже приписная, а она снова приписная. То есть она пишется после приписной. Теперь давайте разберем са. То есть у нас да, там сани. То есть вот это правило, которое он объяснял, что да, должна писаться после тех-то, в принципе, его даже можно не запоминать, потому что все равно ее никто не пишет. Это уже норма, не писать это да. А вот сами так, вот это у нас что было?
И. Ну вот здесь опять проблема у нас. Дан это может быть чистый, прозрачный. На произношение не влияет. Теоретически. Вот это то, о чем мы говорили с одним из преподавателей. Смотрите. Он говорил о том, что «са» вот это раньше придавало, это «са» придавало больше силу звучанию. То есть, соответственно, вот эти две вещи должны были произноситься по-разному. Но сейчас в современном тибетском языке они произносятся одинаково. И вот эта вот «са», она служит только для отвлечения смысла, то есть смыслоразличительную функцию. То есть она, видя вот эту «са», вы поймете, что вот это слово и это слово это разные вещи. Это у нас «и», а это у нас ясный, прозрачный, чистый и так далее. Понимаете? И таких примеров миллион. Вот это что это у нас? Снова ям. А это что? Ям произносится так же, а значит, что же широкий, обширный. Вот это, смотрите, знаете, есть такое слово тибетское «шараб». Раб это наилучший. Вот он, вот так пишется раб. А вот это рабс, это уже значит поколение. Если кто-то знает такое слово гелраб, вот в гелрабе, то есть это история, так сказать. В истории вот это вот будет раб. То есть это, видите, два раза. И теперь еще необходимо написать написали? И я еще напишу, потому что это в тексте больше далее будет попадаться, запомните просто. Вот этот вот Янджук, да, он по-другому называется. Да. Какой тон? Низкий. Низкий. Здесь у нас что будет? Улучшение. Да. Помните, как у нас было с монахом, как монах произносился? Да. И здесь у нас еще смычка идет. Да. Если хотите, можно сказать «дадрак». Ну, конечно, это не то. Даджа. Сегодня не буду уже это прослушивать всех. Ну и давайте напишем несколько. Мы уже закругляемся, все, уже наше время закончилось. Я сейчас напишу несколько корней, где используется вот эта полупресная, чтобы было понятно. Несложно, сейчас немножко так почитаем, чуть-чуть, и пойдем уже когда надо. Как это будет читаться? Сэм. Где корень? Почему? Огласовка. Это что это будет? Приписная. Са читается? Нет. Да, будет читаться, если была здесь? Нет, никогда не читается. Сэм. Сэм это у нас ум, сознание. Очень важно помнить о том, что вообще в разных областях науки и в других не-буддийских, индийских ответвлениях философии ум и сознание это разные вещи. Но с точки зрения буддизма это абсолютный синоним. Ум и сознание. Поэтому можно перевести как и ум, и сознание, как угодно. Где здесь у нас будет, подумайте сперва, не кричите сразу, где у нас здесь корень? Там будет. Это что это у нас?
Постприписная. Выбросили ее. Перед ней может быть что? Приписная. Значит, вот это будет что? Предписная. Значит, корень где? Да. Будет читаться как? Дам. Га у нас читается? Нет. Са у нас читается? Нет. Что читается? Дам. Тон какой будет? Дам. Дам это звучание. Дорджелек, кто-нибудь слышал такое? Да. Что кто это? Ваджра, а у нас Дудже. Дорджелек, кто такой? Защитник это такой. Как он пишется? Давайте писать. Как это читается? Додже. Должно читаться додже. Вот, я говорил вам, есть несколько исключений. Их очень много, когда вот это ра читается. Вот это вот слово исключение, додже читается. Хотя на самом деле должна читаться додже. Дальше что у нас идет? Смотрите. Где здесь, вот это что это у нас? Корень где у нас? Ла или? Ле. Это читается? Нет. Это что это? Приписная. Дордже. Что у нас происходит здесь? Дордже лекпа. Лекпа это хороший. Дордже это ваджа. Благой ваджа. А это вот шрапание? Нет, это ваджа садху. Есть такой защитник. Ваджра садху? Давайте прочтем вот это. Кто написал? Кто такой Дорджа Сэмпа? Ваджа саттва. Саттва, это значит, саттва это сущность, существо. Вот здесь сэм это ум. Па это частица, указывающая на деятеля. И получается сэмпа тот, у кого ваджный ум. То есть сэмпа тот, кто обладает умом, сознанием. Дордже сэмпа. Па иногда пишется по-другому, но в данном случае она должна писаться так. А сейчас покажу. Читать можем уже потихонечку? Даже удивительно. Я вам говорил, что те, кто доживет со мной до этих счастливых времен, мы с вами будем читать. Те, кто не убоится и будет приходить на занятия дальше, поверьте мне, точно так же, как мы научились читать, мы с вами будем переводить. А те, кто доживет до следующей зимы, а таких, я думаю, будет мало, вы сможете говорить с тибетцами, и они вас будут понимать. То есть мы с вами это сделаем. Главное что? Главное приходить. Что здесь написано? Где здесь корень? Почему? Потому что есть деталь. Чам. Где здесь корень? Почему здесь корень? Согласовка. Что здесь происходит? Чанчу. Придыхание есть? Чанчу. Какой тон? Чанчу. Дальше идет что? Где корень? С. Са читается? Сэм. И вот здесь вот этот слог. Смотрите.
Это будет па. Здесь у нас да предписная, а у нас приписная не читается, и здесь па читается. Чанчуп сэмпа. Кто такой чанчуп сэмпа? Осветленный ум. Это бодхисаттва. Чанчуп это значит пробуждение. Ну, я в Гансе немножко, потому что в будущем все равно это нам потребуется. Лучше это переводить, то есть то, что у нас раньше переводили как просветление, лучше переводить как пробуждение, я так думаю. Потому что теоретически это происходит от одного и того же глагола, и семантически тоже очень схоже. То есть это пробуждение, чанчуп, сэм это сознание, ум, и па это переводится как герой. Вот это па, слушайте внимательно, потому что сейчас будете писать, не уловите, будете переспрашивать. Вот этот слово па добавили тибетские переводчики. Потому что па должно было быть простая, как и в предыдущем случае, когда мы писали сапку. Помните? Простая па была. Но они написали то есть созвучную, они написали амоним. Ну что? Не амоним, они написали схожее по звучанию слово, но что? Пишется по-другому, значит герой. То есть это такое существо, которое героическое, то есть героическое существо, потому что оно может взять, то есть взяло на себя ответственность за всех живых существ и решило достигнуть пробуждения на благо всех живых существ. Поэтому они здесь вставили как бы для себя, то есть они вставили в перевод вот это слово па, герой. На самом деле он здесь не нужен. Но для того, чтобы отличить бодхисаттву от других не бодхисаттв, которые устремлены к пробуждению, кто это может быть? Архаты. Да, Шраваки и Пратикабудда, они тоже устремлены к пробуждению, но к своему, личному, персональному, не ради блага всех живых существ. И поэтому здесь написали вот эту па, что они герои, то есть они героически стремятся, и этим они отличаются. И поэтому Чанчуп Сэмпа пишется вот так, через вот эту па, через героя. Получается Чанчуп Сэмпа. И давайте я напишу сейчас очень сложный слог. Именно это. На сегодня закончим. Смотрите. Это у нас будет что? Это у нас? Почему? Да потому что здесь по-любому, здесь не ошибешься. И надписная, и подписная, и огласовка. Это у нас что тогда будет? Вот, и вот это... Что здесь молчит? Как вот это будет читаться, в каком тоне? Ну сюда, что ты долго молчишь? И здесь у нас происходит... Вот эта вся конструкция читается просто джуп. Теперь давайте прочитаем. Почитаем по спеллингу. Я не буду ничего писать, вы это уже писали по спеллингу. Если у нас это предписная, чем она отделяется? Чем отделяется? Бао. Дальше. Са. Ката. Га. Рата. Да. Шапкю. Ду. Ба. И вот эти вот два, они читаются вместе. Ба-са. Получается вместе, если бао, са, гата, га, рата, джа, шапкю, джу, баса, джуб. Теперь это прочитаем быстро. Бао, са, гата, га, рата, джа, шапкю, джу, баса, джуб. То есть, ну, вот так вот в будущем мы будем читать быстро, но сейчас это не обязательно. То есть, теперь смотрите, для того, чтобы... Дело в том, что для того, чтобы передать этот слог спеллингом, необходимо произносить именно вот так вот. То есть, бао, ну видите, ничего сложного. Бао, сага, тага, гара, джа, джаши, джу, баса, джу. Все, на сегодня спасибо. Все здорово. Это прошедшая форма глагола «достичь». Это очень хорошее окончание для сегодняшней пары. Мы уже достигли. Мы используем результат на пути практически. Смотрите. Давайте сделаем посвящение языку. В будущем, после того, как мы разберем все частицы,
мы с вами то, что читаем сейчас как посвящение заслуг, мы с вами это разберем. То есть мы с вами разберем то, что мы читаем. Потому что, собственно, для чего мы здесь находимся? Для того, чтобы понимать то, что мы с вами читаем. Чтобы это не было просто произнесением каких-то непонятных, да еще к тому же неправильно произнесенных звуков. Чанчо Сенчо Римпоче, Акивана Кебьоче, Кебаня Баневая, Гоне Бондо Кеваш, Тоне Тава Римпоче, Атована Тованя Баневая, Гоне Бондо Кеваш. Карьера Корве Шинкансо, Тендандева Мануэ Жумене, Ченезима Тензин, Шапесиде Бадо Тенгю, Jambe Pavo Jitar Kempata, Kundo Sampo Deyan Deshinde, Deda Kunge Jaso Daloji, Kewa Vida Tanjerato, Jitar Way, Dizungawa, Мовагана Чоду Моваде, Дагеге, Цавади Кунга, Самбо Чочерато Моваги. Спасибо. С праздником вас всех! С прошедшим!